Сад, школа, детская площадка. Детские инфекции неизбежны. Но как понять, где просто вирус, а где что-то серьезнее? Сегодня с нами на нашей передаче «Здоровые разговоры» врач-педиатр Диловара Хабибулаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что согласились принять участие на нашей передаче. И первое, что я хочу узнать, расскажите немного о себе. Я врач-педиатр, 45 лет стажа. И постоянно работала в педиатрии. Конечно, мы, когда учились в нашем мединституте, это были золотые времена, потому что тогда нас учили великие наши ученые. Это Исхаки Юсуф Баширханович, это Гулямов Менходж Гулямович, это первый педиатр таджичка Якубова Мунира Мухсиновна, это Александра Сангиновна. Очень хорошие преподаватели были. И у нас знания, конечно, были отличные. Почему я выбрала педиатрию? Самый интересный случай такой был. Я когда проходила мандатную комиссию, тогда у нас мы молодые были, энтузиазма было много, я хотела быть хирургом. Но председатель госкомиссии был Исхакиба, это Юсуф Баширханович. И он так на меня посмотрел и говорит: а я вас вижу хорошего педиатра, вы пойдете работать педиатром. Я так посмотрела, у меня баллы были хорошие. Я говорю: нет, я хочу быть хирургом. Он потом так взял, улыбнулся и говорит: тогда в следующий год придете поступать. Я глаза открыла, говорю: нет, я буду педиатром. И вот его пророчество, и я 45 лет работаю в педиатрии. Такая судьбоносная встреча, разговор такой. И это великие ученые, которые рождаются в 1000 лет один раз. Как Исхаки, как Гулямов, это знаменитость, весь мир знал о них. И когда я закончила институт и проходила интернатуру в Москве по семейным обстоятельствам, и все говорили: вы откуда? Я говорю: из Душанбе, Таджикистан. Они: Исхаки, Гулямов. И вот тогда еще весь мир их знал. И вот нам повезло, что мы были их учениками. Да, что вы застали их время. Да, это золотые времена нашего мединститута. Ну, я хотела бы сказать вам спасибо, что вы все еще в строю, что вы защищаете здоровье наших деток. Да, но с детьми очень интересно работать. Не сложно ли? Очень сложно, но интересно. Я, например, маленьких детей, грудничков в любом виде могу посмотреть. А на взрослых людей ко мне и обращаются взрослые люди. Я говорю: не, я педиатр, я вас смотреть не могу, мне это не надо. Самое главное, мне кажется, в любой работе любить то, чем ты занимаешься. Правильно? Да, конечно. А инфекционные заболевания – это такая настолько сложная, щепетильная тема. Скажите мне, пожалуйста, какие инфекционные заболевания вообще бывают у деток? Ой, у деток это 1000 инфекционных заболеваний, но у нас часто у детей встречаются посезонные заболевания. Например, осенне-весенний период – это респираторные вирусные инфекции. В летний период – это кишечные инфекции, это гастроэнтероколиты, энтероколиты, которые детей, если неправильно лечить и не вовремя обращаться, дети могут быть в очень тяжелом состоянии. В осенний период вирусные гепатиты, поэтому родители должны знать, беречь своих детей, личную гигиену соблюдать, повышать иммунитет ребенка, чтобы дети не болели. И, конечно, вовремя принимать профпрививки, профилактические прививки, которые очень нужны для наших детей. К сожалению, наши родители бывают не очень ответственными, редко обращаются к врачам, ходят в поликлинику и не вовремя проводят профилактические прививки. Из-за этих случаев у нас сейчас очень часто много. Вот сейчас идет сезон, прошло уже где-то в апреле, в марте было очень много кори. А корь очень тяжело протекает. Это детское инфекционное вирусное заболевание, которое тяжело переносится. Если ребенок привитой, если он даже заболеет, он может легче перенести. А если без прививки, очень тяжелая форма кори. Даже смертельные случаи бывают. Простите, я вас перебью. Говоря о родителях, вообще какие симптомы должны насторожить родителей, чтобы они знали: есть симптом, такой-то, такой-то, и нужно обязательно обратиться к врачу? Первым делом это самочувствие ребенка. Ребенок – это самый правдивый человек в мире. И когда ему плохо, он это уже выражает или плачем, или беспокойством, или наоборот становится очень вялым и постоянно спит.
И, конечно, на первый-второй день уже поднимается температура. И родители должны первым делом обращаться к врачу. Самолечением заниматься нельзя. Если видят, что ребенок вялый, капризничает, отказывается от еды, рвет ребенка, высокая температура, первым делом надо обращаться к врачу. А когда нужно или можно лечить дома, а когда прям срочно к врачу? Ага. Ну, дома в любом случае у нас очень хорошие участковые врачи. Сейчас идет семейность. В любой момент можно вызвать семейного врача. Дома врач должен осмотреть ребенка и по состоянию. Если ребенок такой выраженной интоксикации нет, выраженной температуры нет, рвоты, жидкого стула нет, можно дома поддержать симптоматическое лечение. Это если вирусная инфекция. А если уже состояние тяжелое и каждый 5-6 часов повышается температура до высоких цифр 38-39, тогда это обязательно надо ребенка госпитализировать. Или температура больше 3-4 дней, дома держать ребенка нельзя, обязательно в стационар. Если честно, я сама мама, и именно в такие моменты я очень сложно иду, точнее решаюсь обратиться к врачу только потому, что там будет вот такой вот целый список лекарств, антибиотиков. И возникает такой вопрос, нужно ли давать антибиотики сразу? Нет. Во-первых, надо смотреть, что это такое. Должен врач посмотреть. Это обычная вирусная инфекция или какая-нибудь бактериальная инфекция, или начинающая какая-то сложная, тяжелая инфекция. Поэтому должен осмотреть врач. Если ребенок до 3 дней температурит и самочувствие неплохое, ребенок играется, бегает, не отказывается от еды, пьет хорошо, то антибиотики можно не давать. Самое главное, надо смотреть состояние ребенка. Если ребенок больше 3 дней температурит, высокая лихорадка, интоксикация выражена, ребенок вялый, постоянно спит или рвота его беспокоит, то это уже первое показание для назначения антибактериальной терапии. Конечно, в условиях поликлиники, в домашних условиях антибиотики широкого спектра нельзя использовать. Я вот очень всегда молодым врачам говорю, не начинайте с цефтриаксонов или там азитромицинов, начинайте с обычного ампицилина. Дайте ребенку ампицилин, понаблюдайте за ним 2-3 дня. Если улучшение идет, оставите это. Да. Если улучшения нет, тогда уже на фоне ампицилина температура держится, вы должны ребенка отправить в стационар. А потом уже дальше лечить, уже подбирать другие антибиотики. А по поводу температуры, нужно ее сразу сбивать или же можно там дня 3 переждать? Да, до 38, если ребенок переносит хорошо эту температуру, ребенка надо выпаивать. Физические методы охлаждения, поить там на крупные сосуды холод или марлечку намочить и на головку поставить ребенку. Физические методы охлаждения. Если уже не снижается больше 38,3, тогда вы должны жаропонижающие давать. Но это тоже по назначению врача. У детей слизистая желудка очень тонкая, нежная и кровоснабжением сильно снабжена, и они могут сразу дать кровотечение кишечное, язвочки могут быть лекарственные. Поэтому с осторожностью с жаропонижающим тоже. У меня был случай, девочка болела 3-4 дня, мама не обращалась к врачам и только давала парацетамол, нурофен, панадол, цификоновые свечи. И в один прекрасный день у ребенка пошел черный стул. Это же на кишечник кровью. тоже Да, бывает, да, черный стул. Это уже язвенное кровотечение. Мы когда ребенку 2 года и 6 месяцев, когда мы сделали ей гастроскопию в условиях стационария, у нее огромная язва, и вот кровоточащая язва была. Поэтому жаропонижающим тоже надо быть очень осторожным. Если больше 3 дней температура, вызывайте врача. А если самочувствие ребенка хорошее, значит, снижать надо чисто физическими методами. Выпаивайте ребенка, а потом уже дальше надо смотреть. Чай с малинкой, с лимончиком. С лимоном, если аллергии нет, с малиной. После 3 лет мед можно давать, до 3 нельзя, а после 3 мед, чай, молоко с медом, если большие дети. Выпаивайте и наблюдайте за. А вы можете сказать, как вообще можно укреплять иммунитет ребенка? Ну, знаете, перед тем, как вот каждый ребенок должен рождаться планированно, даже наш президент об этом говорил, что планируйте семью.
перед тем, как планировать рождение ребенка, мама должна собой заняться, она должна быть здоровой. Интервал между детьми должен быть минимум 3 года. У нас вот, к сожалению, очень много матерей больных, анемичных. Каждый год они рожают. И, конечно, дети рождаются слабенькими, со сниженным иммунитетом. Поэтому первым делом должна быть здоровая мама. Планированная беременность, желанная беременность. Да, и вот даже ученые доказали, что с момента зачатия ребенка плод чувствует отношения родителей и мамы, и папы. Поэтому с 2 сторон должен быть ребенок желанным. Вот когда рождается желанный ребенок, дети бывают здоровыми, хорошими. И, конечно, потом дальше укреплять. Первым делом до 2 лет кормить грудью. Потому что сейчас наши мамочки все молодые, тут же перевод. Да. Во-первых, красоту свою держат, потом уже лень, и тут же они кормят искусственное вскармливание, эти смеси. Но я не против смеси, но грудное молоко – это лучше всего. Даже вот есть такой стих «Ширимодар малхами джони ман аст». Поэтому кормить надо до 2 лет только грудью. И, конечно, уже 6 месяцев подключать прикормы вовремя. Вовремя проводить профилактику рахита, вовремя проводить профилактику всяких инфекционных заболеваний. То есть принимать вовремя профилактические прививки. И, конечно, закаливать ребенка. Вот вы сейчас упомянули о прививках. Вообще, какие прививки защищают от инфекций? Все прививки. Все прям? И полиомиелит, и АКДС, и пневмококковые. Все прививки защищают от инфекции. Вот в АКДС это коклюшный компонент. Сейчас у нас очень много коклюша. Видимо, урбанизация идет, все приезжают в город. Город у нас заселенный. И очень часто, вот в день мы, наверное, по 2 больных ставим коклюша. Естественно, отправляем в инфекцию, в инфекционную больницу или состояние более-менее уже к участковому врачу, чтобы они дальше продолжали лечиться дома. Но это идет распространение, потому что родители, не зная, ведут детей в гости, там гуляют они в парке, и дети контактируют, и это распространяется. И вот, к сожалению, не все матеря приходят на профпрививки, несмотря на то, что в поликлиниках ведется огромная работа, чтобы вовремя получали все прививки. К сожалению, не все родители приходят на прививку. Потом у нас распространяется инфекция. Что вы можете сказать молодым мамочкам, которые сейчас... Есть такое даже движение молодых мам, не говорю о всех, но они против прививок. То есть есть какие-то истории, связанные именно с прививками, да. У них появляется какой-то страх, барьер, что вот, не дай бог, с моим ребенком что-то случится. Ну, во-первых, первым делом ребенок, чтобы получил прививку, он должен быть абсолютно здоровым, чтобы не было аллергизации у ребенка. Если какая-то симптоматика есть невропатолога, неврологическая симптоматика, обязательно ребенок должен вначале полечиться у невропатолога, только с разрешения невропатолога он должен получать прививку. Значит, перед прививкой за день, в день прививки должен осмотреть педиатр. Общий осмотр должен быть, чтобы никаких заболеваний, никаких катаральных явлений, вирусной инфекции, чтобы не было, чтобы ребенок перенес прививку хорошо. Если какая-то есть аллергическая настроенность, до прививки 3 дня, после прививки ребенок должен получать десенсибилизирующий, то есть против аллергизации. То есть это или фенкарол, или фенистил, супрастин, что-нибудь такое должен получить, чтобы он прививку перенес правильно, хорошо. Поэтому надо ребенка подготовить для прививки. И матеря не должны бояться. Потому что вот приходят очень молодые, ребенок кашляет, задыхается, коклюш. Прививку получала, нет, ребенку 1-1,5, у него ни одной прививки нету. Поэтому, конечно, надо это смотреть. Мамы наши паникерши, мне кажется, это независимо от времени, и в прошлом, и сейчас, и в будущем мы, мамочки, будем все переживать за своих деток. Конечно, это естественно. Это естественный процесс, да, согласна. А вообще стоит ли паниковать, если ребенок болеет каждый месяц?
Ну, конечно, мама должна быть беспокойна, почему ребенок болеет. Обычно бывает, вот до года они до 2 лет переносят рахит, недостаток витамина кальция, недостаток витамина D, низкий уровень железа в крови всегда дает частые заболевания. Поэтому они должны обратиться к врачу и проверить анализы, почему ребенок часто болеет, почему ребенок ежемесячно переносит простудный фактор, или вирусную инфекцию, или какую-нибудь бактериальную инфекцию. Поэтому это уже заинтересованность родителей, сдать анализы, посмотреть, осмотр ребенка, потом уже решить, лечить ребенка или укреплять иммунитет. Какие 3 главных совета вы бы дали молодым родителям? Во-первых, ребенок должен быть желанным. Во-вторых, грудное вскармливание обязательно до 2 лет всем детям. И мама должна быть здоровой, чтобы ребенка вырастила здоровым. Спасибо вам огромное за нашу беседу. Мне очень приятно, что вы сегодня здесь с нами на нашей передаче. Мне кажется, это так важно верить своему врачу, лечащему педиатру. У каждого должен быть свой врач. Ну что, дорогие друзья, болеть – это часть взросления. Главное не поддаваться панике и обращаться к врачу вовремя.